В республике стартовали Дни хакасского кино. Самым ярким событием обещает стать премьера фильма «Белая дорога Эльзы». Картина вышла на большой экран. В основе сюжета реальные события. Все актеры и съемочная группа – жители нашей республики. Да и сами съемки проходили в Хакасской тайге. Рассказывает Ольга Стельмах. Выбьют всю тайгу. Как жить будут? Интригующий сюжет, много снега и глухая тайга. Создатели «Белой дороги Эльзы» к премьере шли практически год. Именно столько времени понадобилось на разработку и съемку полнометражной художественной ленты. Старт был дан, когда команда Хакасфильма выиграла федеральный грант. Сценарист, она же телеведущая ГТРК «Хакасия» Марина Канадакова рассказывает, сомнений насчет сюжета будущей картины не было. Художественный фильм, основанный на реальных событиях, которые произошли в горах Саяна-Алтая. История, которая произошла, она тогда потрясла всю страну. Маленькая девочка, ее дедушка отправил, для того, чтобы выжить, отправил ребенка в ближайший населенный пункт, и девочке пришлось несколько километров одной идти в мороз по тайге. Мы решили взять ее за основу, дополнить ее определенным сюжетным поворотом, перенести ее на нашу территорию. В роли дедушки театральный художник Алексей Абдин. А вот главную героиню, 6-летнюю девочку, выбирали среди почти 200 претенденток. В итоге Эльзу сыграла Илария Мамышева. Для первоклашки из эскиза и ее папы, который поддерживал дочь на съемочной площадке, участие стало незабываемым опытом. Эй, я здесь! Где нужно было ходить по лесу, тогда было тяжело. Снег был мне вот отсюда. Из-за этого было сложно ходить тогда. Пожалуй, самый яркий эпизод – встреча ребенка с настоящим волком. Животное нашли в селе Бондарево Бейского района. Один из жителей приручил дикого зверя еще щенком. Но насколько спокойно поведет себя волчица по кличке Ведьма на съемках, никто сказать не мог. Эта сцена стала крайне напряженной для всей киногруппы. В кино считается самым сложным – это снимать детей, снимать животных и снимать в зимнее время. То есть мы выбрали все самое сложное. У нас в главной роли ребенок. Это особая работа с детьми. У нас животное там, да, и зима. То есть зима – это, конечно же, мороз, это снег. Эта зима, конечно, была такой мягкой, наверное, да, но в тайге это было все равно до 30 градусов мороза. «Белую дорогу Эльзы» на большом экране можно увидеть в киноцентре «Наутилус». В прокате фильм до 5 августа. Ворона кричит. Снег пойдет. Ольга Стельмах, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия.